Я приветствую вас, мои дорогие весы, вы на канале Таро Дома, меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на неделю с 11 по 17 марта. Смотрим мы с вами не на круглой колоде, а на колоде, которая называется Панорама. Она, видите, такая горизонтальная у нее форма карт. Не на круглой, потому что колода круглая мне нужна сейчас в прогнозе на триместр, который я буду записывать. Поэтому будем смотреть эту и следующую неделю на этой недельной. А так все как обычно. Весы. Покажите мне информация для весов. В период с 11 по 17 марта прогноз на неделю. Покажите мне настроение, личную жизнь, работу, деньги и здоровье весов. 5 карт подряд. Так, смотрим. Настроение ваше, личная жизнь, семья. Работа, учеба, дела, ваши финансы и ваше состояние здоровья. Кубики. Покажите мне, пожалуйста, для весов информацию период с 11 по 17 марта. Так, шестой дом. Шестой дом отвечает за здоровье. Поэтому нужно будет обратить внимание на здоровье на этой неделе, на ваше самочувствие, на ваши привычки. Если есть вредные, от них нужно обязательно избавляться. Хорошие можно прививать по шестому дому. Ну, посмотрим, что эта карта покажет. Дальше, смотрите, общение с водолеями может быть на этой неделе. И Юпитер. Юпитер будет управлять вашей неделей. Юпитер очень хорошая планета. Это у нас планета удачи, счастья, богатства, расширения, изобилия. Юпитер там все расширяет, он все увеличивает, когда приходит. Что именно это будет? Может быть, это будет увеличение здоровья, как вариант. Может быть, здесь будет хорошая карта, и тогда карта покажет, что, наоборот, вы себя будете лучше чувствовать. Может быть, это будет много денег, много любви, много работы. Я пока не знаю. Сейчас открою карты, и я вам скажу, где он, что он вам расширит, скажем так. Так, ну что, поехали. Настроение. Ох, а настроение у вас не очень хорошее. 8 кубков. Показывает, что вы сейчас недовольны своей жизнью, вы разочарованы, вы разбиты. Внутри вас произошел такой, знаете, как щелчок, который заставляет вас что-то менять в жизни. Это может быть и отношения, и работа. Нужно будет карты открыть, посмотреть. Может быть, кому-то финансы не нравятся, кому-то не нравится ваше здоровье, и вы решили заняться здоровьем. Но здесь вот однозначно человека не устраивает то, что есть на сегодня. И он принимает решение начинать жизнь с чистого листа. Опять же, очень сильно на эту перемену, знаете, что вас будет подталкивать? Коридор затмений, который начнется 25 марта. То есть вот через неделю, после этой недели, будет у нас начало коридора затмений. И, возможно, как раз вот сильное затмение, ну, во-первых, идет ваша ось затмений. У нас сейчас весы, Овен. Еще вот этот год будет сейчас и будет еще осенью, поэтому именно вы и Овны будут очень, сильнее всех переживать это затмение. И вот, пожалуйста, карта это подтверждает. То есть в вашей жизни могут происходить глобальные перемены, особенно касательно отношений, потому что у вас идет там ось идут, скажем так, идут затмения по оси отношений «я», «другие». Так что здесь вот, я думаю, больше будут перемены, связанные с отношениями. Допустим, от каких-то людей я ухожу, каких-то людей я, наоборот, встречаю. Вот такой вот перемена в отношениях. С какими-то людьми вы поймете, что вам не по пути, и вы с ними расстанетесь навсегда. Ну вот, знаете, такое настроение, конечно, пессимистичное. Я не могу сказать, что это на радостях, да, вот я там, ой, все, там перемены в жизни, чистый лист, вот такое вот. Нет, здесь как раз немножко другое состояние. Здесь перемены идут с тяжелым сердцем, таким решения принимаются с тяжелым сердцем, но я понимаю, что для меня так будет лучше, и поэтому я вот так делаю. Ну, давайте посмотрим. Личная жизнь. Карта звезда. Ну, возможно, вы идете на поиски своей мечты. Карта звезда показывает, что я вот хочу так, чтобы у меня было в личной жизни, как я мечтаю. Вот я хочу встретить там определенного человека, я хочу, чтобы у меня были определенные отношения, чтобы у меня были определенные отношения в семье. Вот я не хочу, чтобы так, как сейчас, я хочу по-другому.
Вот есть какая-то у вас мечта, какая-то картинка, видимо, в голове, и вот вам хочется, чтобы так было. И вот эти мечты могут вас подталкивать к этим переменам, как вариант. Опять же, звезда может показывать отношения на расстоянии. Возможно, эта неделя вы с любимым человеком или с членами семьи будете на расстоянии друг от друга. Это больше общение по телефону, по интернету, чем личное общение. Вы вообще можете быть такие отстраненные, даже если вы не будете уезжать, эта карта всегда показывает отстраненность дома по звезде. Так что вот так. Ну, если понятно, если один или одна, то как раз карта звезды, она вот может показывать, что у вас в жизни может появиться человек, о котором вы мечтали. То есть это карта воплощения какого-то идеала. Когда я встречаю человека, мне кажется, что он идеальный. Но опять же, тут знаете, как идеальных людей не бывает. Так может казаться только на первый взгляд. Нужно познакомиться поближе, и все мы далеко не идеальные. У каждого из нас есть какие-то нюансы, с которыми потом придется мириться. Поэтому тоже не нужно, как бы, знаете, приукрашать человека, приукрашать его достоинства, чтобы потом не разочаровываться. Ну вот как-то так. Ну, я не могу сказать. То есть карта, она как бы и не хорошая, и не плохая. Она вот с одной стороны может исполнять какие-то желания человека, но с другой стороны она и дает такую какую-то отстраненность, потому что звезды не очень далеко. Поэтому и мы можем быть далеко друг от друга. Хорошо, сейчас я посмотрю еще другие сферы. Работа. Мне надо посмотреть другие. Паж жезлов. Паж, кстати, может быть начинанием. Он может показывать начало, старт, может показывать желание обучиться новой профессии, потому что Паж – это ученик. Знаете, как вот у вас появляется желание попробовать себя в какой-то новой сфере. Стартануть, попробовать что-то новенькое. Поэтому, возможно, вот эта перемена у вас проиграется в работе. Может быть, допустим, если вы считаете себя профессионалом, специалистом, то это передача знаний ученикам. То есть, когда вы собираете группу учеников, не вы являетесь учеником, а вы являетесь учителем для учеников. Вот так еще, может, у кого-то проиграется. Вы понимаете, что вам надо что-то менять. Вам надо вот те знания, которые вы накопили, что-то с ними делать, передавать. Может быть, путешествие, опять же, эта карта иногда показывает дороги, и эта карта может показывать какие-то командировки. Может быть, командировка еще. Ну, вот так. Ну, в принципе, на работе вы увлечены и заинтересованы работой. Я не могу сказать, что вас здесь что-то не устраивает. Может быть, вас не устраивало, и вы уже раньше это сделали, то есть вы уже перешли в то место, где вам интересно. Вот как вариант может быть так. Но я не могу сказать, что на этой неделе на работе вот вы пришли, и вам все не нравится. Это точно нет. Это точно нет. Ну, в том числе, если вы ищете работу, это карта шансов. У вас появляется шанс найти работу, устроиться, получить какой-то новый заказ. В общем, пажи – это у нас шансы и какие-то перспективы. Так что для работы неделя очень даже перспективная. Смотрим деньги. Тоже пажик, видите, только кубковый уже. Пажики всегда показывают немножко, чуть-чуть, начало, да, то есть это там начало, немного, маленький, ребенок, то есть все, что вот имеет маленький размер, можно еще так сказать. Поэтому денег будет немного. Опять же, смотрите, чемодан, путешествие, корабль, дорога. Может быть, вы уедете действительно, может быть, у вас какая-то командировка будет, ну, рабочая, не обязательно прям, знаете, командировка, может быть, какая-то рабочая поездка по делам. Если вы нигде не работаете, у вас какие-то дела в другом городе. Вот вы едете по делам. Едете по делам, и поэтому в отношениях карта звезда выпадает. Я в одном городе, любимый человек, семья в другом городе. Мы на расстоянии. Может быть так. Значит, по пажу денег немного. Тут карта не обещает много денег. И самое главное, что деньги тратятся очень легко. Их и так немного, и они у вас просто вот растекаются как вода. Вы должны быть к этому готовы и должны это контролировать. Плюс настроение водное, кубки. Так что те маленькие деньги, которые у вас могут быть, и те просто вот исчезнут за неделю у вас. Может быть, вы потратите на дорогу много. На билет, на какие-то вещи, там, на подарки и так далее. На само путешествие. В общем, вот так. Смотрим здоровье.
О, король мечей, слушайте, выпал по здоровью. Король мечей может показывать болезнь. Как вариант, возможно, даже за вас кто-то будет работать, Паш, выполнять вашу работу. Король мечей – это доктор. Вы можете даже обращаться к врачу, вы можете делать какие-то операции на этой неделе. Ну и как бы для вас карта даже является как бы советом. Возможно, как раз тут 8 кубков говорит о здоровье. Если у вас есть какие-то сложности, проблемы, вас что-то беспокоит, то вам пора этим заниматься. Вам пора искать врача, который решит эти ваши проблемы, найдет выход. Это очень хороший какой-то профессионал всегда, король мечей. Он не очень приятный в общении, он такой может быть прямолинейный, он будет говорить то, что думает, он ничего не будет скрывать, но он очень крутой профессионал. Особенно все, что касается хирургии, удаления, стоматологии, операций косметологических, пластических, лазерных операций, допустим, там по зрению, еще какие-то. Очень хороший специалист. Так что вот, возможно, здесь вам действительно стоит заняться здоровьем на этой неделе. Ну, смотрим еще, что по совету будет. 8 плюс 17 плюс пажа не считаем и короля не считаем. 25. Смотрите, 2 плюс 5 тоже получается колесница дорога. Ну вот, блин, как ни крути, знаете, вот дорога. Звезда тоже дорогу может показывать. Здесь дорога, корабль. И колесница выпадает как совет. Может быть, у вас будет какое-то путешествие, связанное со здоровьем. Может быть, вы поедете на курорт, в отпуск, куда-то отдыхать. Как вариант еще. Может быть так. Или карты вам советуют так сделать. То есть посвятить эту неделю, возможно, если вы не можете уехать далеко, куда-то там в другую страну, допустим, сделать вылазку за город, найти какой-нибудь хороший там центр, спа-отель какой-нибудь, просто домики на природе где-то в лесу, и вот поехать прям отдохнуть, хорошо провести время. Так что здесь вот так, такая неделька. Вроде бы ничего плохого. Пажики, звезда, ну вот только по здоровью, конечно, здесь не очень. Ну, все неплохо, но вас все равно все не устраивает. Карта показывает 8 кубков. Вот не нравится и все, вот хочется все поменять в жизни. Так что вот такая здесь история. Ну, это у вас будет еще длиться долго. Это вот только начнется коридор, это еще в течение месяца где-то все будет, может даже чуть больше. У вас будут такие ощущения, как будто вы не в своей тарелке, не на своем месте, вот хочется все перекрутить, поменять. Такой период наступает у вас. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.